кабинет Габита Мусрепова робко проникают утренние лучи солнца, словно боясь нарушить волшебные мгновения творческого таинства писателя. На календаре год 1975. Писатель создает еще одно выдающееся произведение – роман «Улпан. Ее имя». Пишет, как всегда, с глубоким чувством, на одном дыхании. Он будет величать свою героиню, моя Джаконда. К этому времени его уже называют ювелиром казахского художественного слова. Значительным и ярким является вклад Габита Мусрепова в мировую литературу. Тончайший прозаик, интересный стилист, автор новелл, рассказов, публицистических очерков, повестей и романов, пьес и трагедий. Он оставил неизгладимый след в истории родной казахской литературы. И о том, что его творчество востребовано в 21 веке, свидетельствует то, что наш институт только что закончил составление антологии казахской литературы, которая будет издана в Колумбийском университете в Соединенных Штатах Америки при поддержке и инициативе нашего посла Ирлана Идрисова. И открывать антологию будет этнографический рассказ Габита Мусрепова. Габит Мусрепов принадлежит к тому поколению казахской интеллигенции, которому выпала счастливая доля начинать все с нуля, создавать современную профессиональную художественную литературу, журналистику и печатные органы, осваивать полиграфическое издательское дело. Габит Мусрепов был в числе первых редакторов партийной газеты «Социалисты Казахстана», литературной газеты «Казак Адибиете», председатель комитета по делам искусств, заведующий отделом пропаганды ЦК Компартии Казахстана, редактором, учредителем первого казахского сатирического журнала «Ара», председателем правления Союза писателей Казахстана. Депутат Верховного Совета Союза СССР и Верховного Совета Казахской ССР, действительный член Академии наук Казахской ССР, член Комитета по Ленинским и государственным премиям, член Комитета и правления Казахского общества дружбы с зарубежными странами, герой социалистического труда. Существует такое выражение «могучая кучка». Габит Махмудович Мусрепов, характеризуя основоположников казахской литературы во главе с Мухтаром Архановичем Авызовым, воспользовался этим высоким термином. Разумеется, он в их число себя не включил, хотя общепризнано, что одним из ведущих составляющих этой могучей группы является сам Габит Махмудович Мусрепов. На письменном столе Габита Махмудовича самые памятные и необходимые предметы: остро наточенные карандаши, точилка, ручка, очки, лупа, мундштук. Стеклянная чернильница с серебряной крышкой – подарок на 70-летие. Пепельница, термометр, подаренный композитором Брусиловским в 1935 году. Любимая настольная лампа, он как-то купил ее еще в 1930 году. Мусрепов пишет каждую свободную минуту днем, пишет ночью. Автор создает яркие образы. Живописные картины растворяют границы кабинетного пространства и переносят в мир героев романа. Строка за строкой рождаются главы нового произведения. Ясный солнечный день. Голубое небо огромным шатром накрывало землю, а тучи, уславшие землю снежным покровом, разошлись. Улпан была дочерью этой степи, и она тонко чувствовала не только смену 4 времен года, но и каждый оттенок, ранней осени и поздней, когда на смену слякоти приходит пушистая белизна снежного покрова. Его новый роман станет еще одним шедевром, который войдет в золотой фонд казахской литературы. Дедушка был действительно очень работоспособным человеком. Для него действительно, он любил и отдыхать, он любил и общаться с друзьями, но работа была на первом месте. И поэтому, вот когда я столкнулась с тем, что мне надо было его автобиографию собрать для справочника академического, когда я прочла, у него нет пробелов. Он везде либо учился, либо работал. И когда мы ему говорили о том, что вот в отпуск люди ездят отдыхать, он говорит: я не понимаю, что такое отдыхать.
Габит Мусрепов родился, как он сам уточнял в автобиографическом рассказе, в год Барса по восточному летоисчислению 22 марта 1902 года на территории Пресновского района Северного Казахстана в семье бедняка. Грамоту познал от аульного муллы, который учил читать и писать по арабскому алфавиту. Поступил в Пресногорьковскую начальную школу. Первый рассказ Габита Мусрепова появился в газете, когда он учился на рабфаке в Оренбурге, в то время столице Казахстана, и сразу же привлек внимание известного писателя Беймбета Майлина. Майлин заметил дарование юноши и пригласил работать переводчиком в редакцию. Так Габит Мусрепов вошел в большую литературу. Он успел поработать и волостным военкомом, и заместителем начальника милиции. Позже Габит Мусрепов поступает в Омский сельскохозяйственный институт, о чем он впоследствии напишет. Работа в сельском хозяйстве, как и военно-милицейская деятельность, не стали содержанием моей жизни. Меня по-прежнему привлекала нетронутая белизна листа бумаги. Она заставляла заново переживать события, участником которых я был. Он однажды, работая там в Министерстве культуры, зашел в Союз писателей, а там обсуждает Мусрепов, то есть Беймбета Майлина. И когда он заходит, говорит, вот друг Беймбета Майлина. Все указывают на него. Он говорит, если Беймбет Майлин враг народа, то и я тоже. Вот такое сказать в 1937 году кто может? Только Габит Мусрепов. Конечно, он поплатился, исключили его из партии, а тогда это был подобный смерти. Габит Мусрепов был по натуре путешественником, но чаще всего он отправлялся в родное село Жанажол. Туда, где прошло его детство, в край сосновых лесов, земляничных полян, прохладных озер. Он ездил туда с друзьями, с семьей, со всеми родными и близкими. В один из приездов ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Петропавловска». Душа компании, увлеченный и общительный человек. Таким его помнят и любят все, кто жил рядом с ним, все, для кого он был дорог. Он очень любил людей, очень любил хорошую компанию, очень любил приглашать к себе в гости, любил хорошую беседу, веселье, шутки. В 70-х годах было увлечение делать трости. Вошли в моду трости, и они делали их сами. И вот дедушка, у него их было, я не знаю сколько по счету, около 100, наверное, потому что он их делал и дарил. Вот, помимо того, что он играл на домбре, помимо того, что он был великолепным рассказчиком, за столом, когда собирались люди, он рассказывал всякие байки, анекдоты, настолько интересно, что весь стол был полностью во внимании, когда он сидел за столом. Он легко говорил и на русском, и на казахском языке. В одной из ранних новелл Габит Мусрепов писал: «Каждый должен назначить себе высоту, которой он стремится достичь. Но даже если ты не достигнешь ее, все равно пусть осенит тебя высшая цель». В автобиографическом рассказе писатель сформулировал эту высшую цель для себя – представить исторический путь народа с разных сторон. Писатель живет и творит в бесконечном временном пространстве. Он то уходит вглубь старины далекой и воссоздает поэтические легенды казахского народа, то переносится в будущее, то останавливается в эпоху великих войн. Удивительной личностью, вот такой широкой души человеком был классик казахской литературы. И мы гордимся, что в 21 веке востребовано его богатейшее творчество. Его «Солдат из Казахстана» до сих пор является образцом патриотического и нравственного воспитания, а его цикл повестей о матери настолько нежен и в то же время настолько возвышает казахскую женщину, что читается и сейчас с неослабеваемым интересом. Многие его произведения созданы о рабочем классе. Тогда это было требованием времени, но они не потеряли актуальности и сегодня, особенно роман «Пропущенный край», а пьесы на историческую тематику, написанную на основе сказания «Козы Корпеш и Баян Слу», или пьеса, посвященная Амангельды Иманову, именно сейчас, в период независимости и суверенитета, востребованы как никогда. Медленно уплывает бархатный занавес, плавно угасают хрустальные люстры. Звучат первые аккорды оперы «Кызжибек». Зал рукоплещет.
в оперном театре Алматы открывается театральный сезон. С 1936 года бессмертная опера на либретто Габита Мусрепова остается в репертуаре театра каждый сезон. С именем Габита Мусрепова тесно связана история казахского музыкального искусства. Он стал автором либретто 5 казахских опер: «Кыз-жібек», «Козы-карпеш Баян-Сулу», «Амангельды», «Ахан-Сере Актокты», «Туктым-кыз». Его пьесы всегда имели огромный резонанс в общественной жизни республики. Именно от либретто зависит успех или неуспех оперы, писал еще в XVIII веке итальянский философ Франческо Альнаротти. Опера «Кыз-жібек», созданная композитором Евгением Брусиловским, написанная по либретте Мусрепова. Вот назовите мне драматурга, пьеса которого, автору которого удалось бы присутствовать на 1000-м спектакле. При жизни мы все вот участвовали в оперном театре рядом, на 1000-м спектакле «Кыз-жібек». И до сих пор эта опера идет. Каждый сезон без этой оперы не обходится. Как-то раз в беседе с писателем Дмитрием Снегиным 80-летний Габит Мусрепов сказал: «Не служебное кресло, а книги становятся национальным достоянием. В них длится жизнь и дело подлинного таланта». Позже Снегин напишет о Габите Мусрепове: «Свой юбилей уста-кудесник из Жана-Жула провел, как и все остальные дни своей творческой жизни, за рабочим столом». Литературное наследие писателя огромно и многообразно. Плюс ко всему кипучая общественная деятельность. Вот таким предстает во весь размах личность классика казахской литературы. Личность его, конечно, была незаурядная. Вот идет он, небольшого роста человек, по улице идет, кажется, что мне, например, в моих глазах казалось, что идет великан. Вы понимаете, вот такой неторопливой походкой. Сам он разговаривал так, это самое, веско, весомо. Лишних слов никогда от него не услышишь. Он сидит, посматривает на тебя, и потом что-то скажет, которое ты на всю жизнь запомнишь. Все это было, и все прошло, как за один день и одну ночь. Ну вот и все. Роман дописан. Его Улпан Джаконда шагнет навстречу будущему. Из смерти судьба великих творений. Габит Мусрепов возвращается из мира своих героев в пространство домашнего кабинета. За окном рассвет. Впереди новый рабочий день и долгие годы радости, счастья, любви, творческого вдохновения. Писателя переполняют идеи, мысли, сюжеты будущих произведений, которые станут национальным достоянием. Один из моих сыновей, я его назвала, мы его все назвали Габитом, когда он родился через 10 месяцев после смерти папы, и мы его назвали Габитом. Когда ему исполнилось 16, как раз это был год столетия папиного, когда мы все ездили на столетие, и, видимо, дети настолько прониклись и атмосферой Петропавловской, и они поняли, то есть они папу не видели, но они поняли что-то такое для себя глубинное. И мой сын как раз получал паспорт, он поменял фамилию, взял мою фамилию практически, но это папина фамилия, поэтому он сейчас Габит Мусрепов.